Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На этой неделе наше внимание привлек материал, который вышел на русскоязычном грузинском информационном портале sava.news. Материал называется «Дети Гали. Без права на родной язык». В основном публикация построена на анонимном интервью одного из членов организации We Exist, The Voice from Abkhazia. В переводе это означает «Мы существуем. Голос из Абхазии». Организация позиционирует себя как НПО, которая занимается защитой прав этнических грузин. Весь ход мыслей главного респондента «Совы» определенно говорит о том, что сам он себя ощущает живущим скорее в Грузии, чем в Абхазии, и рассуждает он о правах гальских школьников скорее с позиции гражданина Грузии, нежели Абхазии. Говорит о том, что далее им, выпускникам галских школ, нужно будет вливаться и адаптироваться именно в грузинское общество, а не в абхазское. В материале отмечается, что большая часть учащихся галских школ выбирают обучение в вузах Грузии, хотя также респондент отмечает, что каждый год лучшие ученики школ Гала с хорошей успеваемостью приглашаются в абхазский вуз, и им обещаются там всяческие поддержки и привилегии. Параллельно с этим в статье, а также в самом интервью идет речь о том, что грузинские школьники в Гале подвергаются дискриминации, что им запрещено, дескать, учиться на грузинском языке, более того, разговаривать на нем. Также в текстовой части материала говорится о некотором совещании директоров школ, на котором было принято дискриминационное якобы решение, противоречащее Конституции Абхазии, в частности, статье 6. Цитата. «Одной из последних мер, направленных против проживающих в Абхазии грузин, стал запрет на получение среднего образования на родном языке в школах Галского района, несмотря на то, что это право прописано и в основном законе непризнанной республики», пишет издание «Сова». На практике последние несколько лет сухумские власти избирательно ограничивают его для этнических грузин. 12 сентября в рамках экстренного собрания директорам школ Галского района сообщили о нововведении, утверждают сотрудники «Совы». Далее одним из механизмов контроля и давления в школах Галского района называются комиссии, которые периодически прибывают в школу. Но, как мы все хорошо знаем, комиссии могут прийти в абсолютно любую школу Абхазии и при этом тоже без предупреждений. Анонимный респондент «Совы» говорит о том, что больше всего обеспокоен тем, что якобы запрет на обучение на грузинском языке будет серьезным препятствием для выпускников школ в их адаптации и коммуникации в Грузии. Цитата. «В этом и заключается их цель, говорит анонимный респондент, разлучить нас с Грузией». Он явно рассуждает как человек, который хоть и живет в Гале, но видит себя гражданином Грузии. Возможно, для того, чтобы материал был более уравновешенным и сбалансированным, Сове стоило бы взять интервью и у тех галских школьников, которые, живя в Абхазии, видят свое будущее в Абхазии. Подтверждением вышесказанного являются последние слова респондента, где он говорит о том, что хочет жить в такой Грузии, где ему не помешают учиться и разговаривать на родном языке. То есть, живя в Гале, он уверен, что все же находится в Грузии. Не в этом ли основное противоречие всей темы в целом? В любом случае, поднятый Совой вопрос положения галских школьников, этнических грузин, их право на образование и некоторые другие аспекты темы мы решили обсудить с директором одной из галских школ Ахрой Квиквискели. Ахра, здравствуйте. Добрый вечер, Харита. Я предполагаю, что статью, о которой пойдет речь, вообще вот эту публикацию на интернет-портале Sava News вы точно уже видели. И там идет речь о каком-то... Там много аспектов, я думаю, обо всех о них мы поговорим, но они упоминают, например, какое-то совещание, на котором было якобы принято какое-то дискриминационное для грузинских детей, которые учатся в галских школах, решение. Вот что имеется в виду? Вот наверняка, как директор школы, вы в курсе, о чем речь. Ну, в первую очередь я хочу сказать, что я с этой публикацией в Сове знаком. Дело в том, что на выходные мне прислали ссылку на этот источник, и я просмотрел даже видео по этому вопросу. И, честно говоря, мягко выражаясь, я был удивлен теми фактами, которые там приводятся. Ну, хочу начать с того, что 12 сентября у нас никакого совещания в отделе образования не было. У нас совещание было в первых числах сентября,
и там были чисто технические вопросы по борьбе с коронавирусной инфекцией в новом учебном году, как мы должны себя вести. В частности, речь шли о работе буфетов и дезинфекции. Других тем на том совещании не было, а 12 никакого совещания не было. Что касается того совещания. И откуда такая информация взялась, честно говоря, я не могу себе и представить. То есть это уже такой, получается, надуманный, придуманный, фейковый такой факт. А если говорить о конкретных обвинениях, которые вот там звучат, да, в этой статье, о том, что, во-первых, хотелось бы, чтобы вы нас немного ввели в курс, все-таки как изучается грузинский язык, изучается ли он в галлских школах, потому что они обвиняют в том, что, в том числе и власти, и школы, в том, что по этнической принадлежности грузина они подвергаются дискриминации, что они не могут изучать родной язык, не могут на нем обучаться, что им даже запрещено на нем говорить. Вот что, как бы вы это, да, Честно прокомментировали? говоря, я с вами согласен, что это надуманная история, потому что, во-первых, само интервью вообще соткано из неправдивой информации. Ну, начну с того, что давайте я сейчас в данном случае буду говорить о той школе, которую я возглавляю, Галскую номер 2 имени кавалера ордена Лены Муратия Джанцуфа Владимировича. В этой школе с 1 класса по 11 классе преподается предмет грузинского языка и литературы. К примеру, я хочу сказать, что у нас здесь работает 5 учителей грузинского языка. В неделю у нас преподается 82 часа грузинского языка. В год это составляет 2605 уроков грузинского языка по школе. То есть это те уроки, которые оплачивает наше государство заработной платой учителей этого предмета. В том интервью, или как это называется, анонимном размышлении, наверное, того молодого человека, я там, знаете, прослушав видео, услышал несколько таких интересных фраз о том, что им приходится скрывать, то, что они преподают, что они изучают грузинский язык, когда там кто-то где-то приходит. Да, комиссия. Они говорят постоянно о том, что комиссия. Я понимаю, да, но я вот в чем, знаете, мое удивление заключается в чем? Как возможно скрыть то, что разрешено Министерством просвещения и образования у нас, когда каждый год, ежегодно Министерство уполномоченное в образовательной сфере присылает учебный план на год, где учитывается и естественно, грузинский язык. Там по всем предметам сколько часов должно быть, чтобы это соответствовало возрастному уровню того или иного учащегося. В дальнейшем мы, исходя из этого учебного плана, составляем распределение часовой нагрузки среди учителей. В дальнейшем мы составляем расписание, утвержденное директором школы, который дубликат этого расписания мы ежегодно сдаем в отдел образования. И я, честно говоря, не могу понять, как можно скрывать и для чего нужно скрывать то, что санкционировано государством и на что дано государством разрешение. Я вообще удивлен, когда ученик говорит о том, что когда приходит некая комиссия, они с учебниками бегут в какую-то часовню скрывать, прятать эти учебники. Честно говоря, я себе очень плохо представляю, когда приезжает комиссия, и ученики всей школы там с книгами бегут через улицу в часовню или в церковь и прячут эти книги. Ну, конечно, это не соответствует действительности, это вообще, мягко говоря, несуразица. А также они почему-то называют инструментом контроля и давления саму возможность того, что придет комиссия, да? Хотя это странно, ведь комиссии приходят далеко не только в галльские школы. Насколько я помню, даже во времена, когда я училась, приходили комиссии в наши сухумские школы. Вот как вы это откомментируете? Ну, посмотрите, вот я как директор школы, я обязан контролировать учебный процесс в школе, правильно? И, соответственно, я должен проводить плановые посещения учителей-предметников. То ли это будет абхазский язык, то ли это грузинский язык, или русский, или химия, биология, не имеет значения. То есть у нас 45 минут идут уроки по расписанию, и, соответственно, я должен знать уровень учителя, я хожу на посещение. И если это такое же самое посещение, проверки проводят и вышестоящие инстанции, отдел образования,
и другие структуры. Если методическая помощь учителю того или иного предмета для оказания методической помощи и воспитания подрастающего поколения уже считается давлением, я не знаю, как на это реагировать. Это, конечно, ни в какие рамки его не лезет. Это все, знаете, из пальца высосанные причины, придуманные проблемы. Да, и вот немного о другом хотелось бы сказать. Когда я слушала этого респондента, который был анонимно, да, вот его снимали анонимно, у меня сложилось такое впечатление, что все-таки он позиционирует себя как человек, который живет не в Абхазии, но в Грузии. Он все время рассуждает с той точки зрения, то есть, что он не будет понят в Грузии, он не будет, он не сможет влиться в грузинское общество, так как недостаточно якобы изучает грузинский язык. И при этом он говорит о том, что очень многим школьникам, которые успешно окончили школу в Гале, предлагают такие лояльные условия поступления в Абхазский университет. Да? То есть все-таки, вот расскажите немного об этом, насколько, например, в вашей школе, насколько много школьников остаются все же у нас в Абхазии учиться или уезжают. Вот об этом. Все-таки люди, которые там живут, они больше позиционируют себя как принадлежными, они граждане Абхазии или граждане Грузии. Мне кажется, вот от этого идет вот эта проблема, потому что люди рассчитывают на то, что будут учиться полностью на грузинском языке в абхазском государстве. Вот как вы это откомментируете? Я хотел бы немного заострить свое внимание на данном молодом человеке. Но учитывая, я все-таки уже 20 лет отработал в системе образования нашей страны, я видел разные поколения, которые оканчивают школу. Да я и сам был в этом возрасте, в котором сейчас находится этот молодой парень. И, честно говоря, терминология, которым пользуется этот молодой человек, не соответствует его возрасту. И исходя из этого, мне кажется, что это некая какая-то провокация для чего-то, которому этому ребенку в виде написанного текста было предложено прочитать его под камеру. Честно говоря, я сомневаюсь, что ту речь, которую он там произносит, столько политических терминологий, столько этих так называемые вот эти вот термины, которые пользуются грузинский политический истеблишмент, он их часто использует. Это меня наталкивает на мысль, что его подготовили специально для этого. И, скажем так, для этого ребенка доброжелателей в кавычках. Вот. Что касается второй части вашего вопроса, Абхазский государственный университет вообще с момента, с того времени, как начали поступать учащиеся выпускники Гайской школы в Абхазский государственный университет, ректор государственного университета Олег Алексеевич Гвараня всегда лояльно относится к этим детям. Все, я могу сказать, со 100%, все те, кто изъявили желание учиться в Абхазском государственном университете, Олег Алексеевич их принимает, если даже по каким-то параметрам, критериям они не подпадают под критерии, установленного университетом. Он всегда говорит так: давайте мы детям поможем поступить, если они проявят желание и трудиться на благо саморазвития, мы, естественно, их дальше сохраним, поможем. Поэтому для поступления в Абхазский государственный университет у гальцев нет проблем. Что касается конкретно моей школы, вот я хочу вам сказать, что у меня работает 79 учителей, из них около 25 до 20 учителей, в зависимости от того, кто-то там, допустим, ушел в декрет или кто-то временно не работает по каким-то разным причинам, поэтому там цифры разнятся каждый год. Но в среднем до 30 человек у меня работают те, которые закончили под ближайшие несколько лет Абхазский государственный университет по разным направлениям. Будь то это биологи, химики, это географы, это филологи всех языков, которые у нас преподаются. Это и другие специальности. У нас проблем, историки у нас в основном работают выпускники Абхазского государственного университета, которые закончили школу. Здесь у нас в ГАУ, в дальнейшем поступили в университет и получили соответствующее образование. И мы их с большим удовольствием
приняли на работу, и они добросовестно, честно выполняют свои функциональные обязанности. В среднем из 55-60 выпускников в год от 15 до 20 детей у нас каждый год поступает в Абхазский государственный университет. Часть из них вообще не поступает. Ну, примерно такое же количество поступают в грузинские высшие учебные заведения. Никто им не препятствует туда идти и поступать, если у него есть какое-то желание. Что касается других вузов, многие учащиеся, которые имеют возможность выехать за пределы Абхазии, допустим, в Россию там, или в другие государства, тоже идут и поступают. У нас несколько моих выпускников окончили высшие учебные заведения в России и в других странах. Вы знаете, вот тема грузинского языка, преподавания грузинского языка в грузинских средствах массовой информации и политических кругах часто педалируется. Но смотрите, вот что я хочу вам сказать. У нас в школе было 900 с лишним учащихся. Это по 4 параллельных класса, с 1 по 11. Вот последние 7-8 лет наблюдается спад учащихся, то есть контингента. Мы из 900 учащихся, мы где-то приблизительно спустились до 700 учащихся. По одной из таких, вот мы провели мониторинг, все-таки нам интересно, почему это происходит. У нас увеличивается контингент других школ, ну, допустим, тоже городская первая школа, напротив нас через улицу, там высококвалифицированные, хорошие педагоги, я ничего плохого за них сказать не могу и не говорю, там великолепный директор, моя подруга хорошая, я ее даже сестрой своей называю. Вот у нас проблем с ним никаких нет, я не хочу никоим образом умалять достоинство этой школы. Но тот контингент той школы растет, и у нас резко идет спад. И мы начали анализировать, что случилось. И одна из причин, почему к нам не перестали приводить детей, это наличие грузинского языка. Родители говорят, что мы не хотим, чтобы дети наши учили грузинский язык, нам это не нужно, поэтому мы идем в ту школу, где не преподается грузинский язык. А все остальное, это реально, что у нас есть. А все остальное это придуманные политические сказки для каких-то внутренних, наверное, я не знаю, внутренней аудитории, может быть, которая очередная провокация, выкинутая в средства массовой информации со стороны грузинских политиков. Вот и все, что я хотел бы сказать по этому вопросу. Понятно. Я просто хотела один вопрос уточнить, возможно, я неправильно поняла. Другая школа, о которой вы говорили, она абхазская, да, имеется в виду? Нет, да? она тоже русская. У нас в Гайском районе нет абхазской школы, у нас все школы русские. Вот. Дело в том, что у нас есть школы, где преподается грузинский язык. Допустим, в городе 2 школы. В моей школе второй грузинский язык как предмет обязательный для всех преподается. А в первой школе он всего лишь факультатив для тех, кто имеет желание учиться. Вот. Там нет обязательного предмета грузинского языка. А у меня в моей школе он обязательный. То есть он в расписании идет, внесен в расписание, утвержден учебным планом Министерства просвещения. И он преподается для всех, как и все остальные предметы. Все в первой школе там то же самое, что у нас, только грузинский язык не преподается как обязательный предмет, там только факультатив для имеющих желание изучать грузинский язык. Вот и все. То есть, получается, в любом случае у родителей есть право выбора, да, куда пустить своего ребенка? Родитель, если хочет, у нас 18 школ в районе. В 17 школах грузинский язык является обязательным предметом, язык и литература обязательным предметом для всех учащихся. Только в первой школе, она всегда была русская школа, чисто русская школа, даже в советское время она была чисто русская школа, там предмета грузинского языка в этой школе никогда как обязательного предмета не было. Вот и вся разница. Понятно. Если имеет желание, чтобы его ребенок выучил грузинский язык, естественно, он имеет возможность привести во вторую школу, и ребенок выучит грузинский язык. Что касается еще, возвращаясь к этому словам этого молодого человека, он говорит о том, что как бы им ни запрещали, они все равно говорят на грузинском языке. Во-первых, им никто не запрещает. Во-первых, запретить невозможно. Невозможно угнаться за детьми. 700 человек, которые на перемене играют и контролируют, кто на каком языке, это вообще большая несуразица. И самое главное, дети в Кальском районе,
99% общаются на мингрельском языке. Ни на грузинском, ни на русском, ни на абхазском, ни там на каком-то другом языке. Они общаются на своем родном мингрельском языке. Понятно. Ахра, спасибо вам большое за ваш комментарий. Всего доброго и успехов вам в работе. Большое удачи. К другим темам. В Душанбе состоялся саммит ОДКБ, главной темой которого стала ситуация в Афганистане, где, как известно, к власти пришло исламистское радикальное движение «Талибан». На саммите, официальным хозяином которого был президент Таджикистана Эмомали Рахмон, присутствовали премьеры и президенты стран, входящих в организацию договора коллективной безопасности, и лишь президент России Владимир Путин участвовал в нем дистанционно из-за режима самоизоляции, в котором он сейчас находится. Различные пути взаимодействия с новым афганским руководством. Вот что было главной темой обсуждения лидеров ОДКБ. В основном рассматривалось 3 варианта хода событий. Тотальный бойкот и выстроение санитарного кордона вдоль границ Афганистана, что, по мнению многих, является, по сути, объявлением холодной войны. Второй путь – это, цитата, «проводить субстантивные переговоры с талибами, но без их непосредственного признания». Напомним, что движение «Талибан» официально признан террористической организацией. И третий путь – это, цитата, «полноценное дипломатическое признание, которое, однако, требует проведения серьезной подготовительной работы, как со стороны самих соседних стран, например, изменения у себя общественного мнения в отношении Талибана через информационную работу с населением, так и самого Талибана, который должен доказать, что всерьез намерен бороться с терроризмом на своей территории, не пускать в Афганистан джихадистские организации, заинтересованные в экспорте зеленой революции». Конец цитаты. Под зеленой революцией подразумевается, конечно, распространение ислама. По наблюдению экспертов, большинство стран-участниц ОДКБ как раз приняли второй путь с, так сказать, перспективой перехода на третий. Как сообщает агентство «Спутник», страны-участницы саммита договорились ускорить принятие целевой программы по укреплению афгано-таджикской границы, а также провести в Таджикистане через месяц масштабные учения, что, по сути, означает старое правило «хочешь мира, готовься к войне». В самом ОДКБ, однако, говорят, что эта мера скорее направлена на то, чтобы предотвратить возможный наркотрафик, значительная часть которого, по оценкам экспертов, идет в Россию именно из Афганистана через Таджикистан. В целом, конечно, ситуация, которая складывается сейчас в Афганистане, это появление очередной мины замедленного действия на геополитической карте мира. Многие эксперты предсказывают ситуацию только обострения, говорят, что очень вероятен сценарий гражданской войны и потока беженцев из Афганистана в различные, прежде всего, приграничные страны. При этом на форуме ОДКБ довольно ясно дали понять, что беженцев страны-участницы договора в случае чего принимать не намерены. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.